«Я я не знаю, как вам это сказать», — пролепетала молоденькая врач, снимая очки и глядя на меня так, словно перед ней сидело привидение. Она долго водила холодным датчиком по моему животу, всматриваясь в мерцающий черно-белый экран, и ее лицо становилось все более и более удивленным. «У вас будет ребенок. Срок примерно 12 недель». Мир качнулся. Старые ходики в моей прихожей, казалось, остановили свой бег. В оглушительной тишине собственной квартиры я сидела на диване, машинально сжимая в руке клочок бумаги с заключением УЗИ, и смотрела в одну точку. В мои 62 года. От Сергея, который был моложе меня на 30 лет. Это было не просто невозможно. Это было за гранью всего. Гром среди ясного неба. Еще полгода назад моя жизнь была такой же тихой и предсказуемой, как течение Оки за моим окном. Я, Марина Ивановна, бывшая учительница русского языка и литературы, доживала свой век в панельной пятиэтажке в нашем славном городе Касимове. Мой день был расписан по минутам. Утренний поход в пятерочку, чтение классиков, которых я знала почти наизусть, и вечерние просмотры телевизора, прерываемые редкими звонками от дочерей. Обе мои девочки, Антонина и Светлана, давно обосновались в столице. Они любили меня своей, деловой и вечно занятой любовью. Присылали деньги, звонили по выходным и раз в год, на майские, приезжали с дорогими подарками. Я не жаловалась, я привыкла. Привыкла к тишине и к тому, что самое яркое событие за день — это новый сорт печенья в магазине. Все изменилось в один дождливый апрельский день, когда старые рамы на моем балконе не выдержали порыва ветра. По объявлению, сорванному со столба, пришел мужчина лет 32. Высокий, немного сутулый, со светлыми выгоревшими волосами и простым открытым лицом. Звали его Сергей. Он не был похож на местных работяг. Он говорил тихо, уважительно и работал на удивление споро. Пока он возился с балконом, я заварила чай. «Присаживайтесь, Сергей. Вы, должно быть, замерзли». Он смутился, но не отказался. Рассказывал о себе немногословно. Сам из соседней деревни, в городе снимает комнату, перебивается случайными заработками. После этого он зашел снова. Починить кран. Потом разобраться с телевизором. Я и сама не заметила, как эти визиты стали для меня необходимостью. Мне нравилось слушать его неторопливый говор. Он, кажется, впервые встретил женщину, которая не смотрела на него свысока. Однажды, сама от себя не ожидая, я сказала: «Сережа, а оставайтесь ужинать. Я борщ наварила». Он остался. А потом и на ночь последний автобус давно ушел. Постепенно его вещи начали перекочевывать в мою квартиру. Сначала рабочая одежда, потом зубная щетка. Я выделила ему полку в шкафу. И в один из вечеров он просто сказал: «Марина Ивановна, может, я к вам совсем перееду? Я платить за комнату буду, помогать по хозяйству». Сердце забилось так сильно, как не билось уже много лет. Я молча кивнула. Для Касимова это было равносильно разорвавшейся бомбе. Бабушки на лавочках перестали обсуждать цены и переключились на меня. «Привела Альфонса, молодого», — шипела мне в спину Клавдия Петровна, соседка с первого этажа. «На старости лет с ума сошла. А берет до нитки и на улицу выставит». Я делала вид, что ничего не замечаю, но щеки горели от стыда. Я, прожившая такую правильную жизнь, вдруг стала предметом для грязных сплетен.
Сергей тоже все понимал. Он стал для меня всем: и мужем, и сыном, и защитником. Отремонтировал все, что требовало ремонта, разбил под окнами палисадник с цветами. Мы жили тихо, создав свой маленький мир. Я впервые за долгие годы почувствовала себя не просто нужной, а любимой. Между нами росло что-то еще, что-то тонкое и хрупкое, чего я боялась даже назвать. Это было в том, как он смотрел на меня за ужином, в том, как его рука случайно касалась моей, когда он передавал мне солонку. Я гнала от себя эти мысли, списывая все на старческую сентиментальность. Мне было 62, ему 32. Какая любовь! Это было смешно и нелепо. Все решилось в один осенний вечер. За окном лил холодный дождь, стучал по подоконнику, и в доме было особенно уютно. Мы смотрели какой-то старый советский фильм, где героиня пела о своей любви. Я, сама того не заметив, тихонько всплакнула не от фильма, а от нахлынувших воспоминаний о своей молодости, о покойном муже, о том, что жизнь, казалось, уже прошла. Сергей заметил это. Он молча выключил телевизор, сел рядом на диван и просто взял мою руку. Его ладонь была большой, теплой и немного шершавой от работы. Он ничего не говорил, просто держал мою руку, и от этого простого прикосновения по всему моему телу разлилось такое тепло, такая волна забытых чувств, что я испугалась. Я хотела отнять руку, сказать, что все в порядке, но не смогла. Он придвинулся ближе и осторожно, почти невесомо, коснулся губами моих волос. «Не плачьте, Марина Ивановна, пожалуйста». В ту ночь он не ушел на диван. Я помню свой страх и стыд, мое тело, отмеченное временем, морщинами. Я боялась оттолкнуть его этим. Но в его глазах не было ни капли осуждения или брезгливости, только нежность. Такая бездонная, обволакивающая нежность, какой меня не одаривал никто и никогда. Его прикосновения были робкими, почти благоговейными. Он исследовал меня так, будто я была не стареющей женщиной, а хрупкой фарфоровой статуэткой. И под его руками, под его взглядом, мое тело вдруг перестало быть предателем. Оно ожило. Я вспомнила, что я женщина, что я могу быть желанной. Это было не исступление страсти, а тихое, трепетное слияние двух одиночеств, двух душ, нашедших друг в друге приют. После этой ночи наша жизнь изменилась. Мы стали по-настоящему близки, и эта близость была нашим маленьким, тщательно оберегаемым секретом. Для соседей мы по-прежнему были странной парой, старухой и ее молодым сожителем. Мы не пытались их переубедить. Нам было достаточно того мира, который мы создали для двоих. И именно поэтому, когда я получила на руки заключение УЗИ, земля ушла у меня из-под ног. Наше тихое, тайное счастье вдруг вырвалось наружу самым невероятным образом. А потом мое тело начало подавать странные сигналы. Я быстро утомлялась. Появилась тошнота по утрам. Давление, наверное, или климакс запоздалый, думала я. Но состояние не улучшалось. Моя участковая, опытная Анна Васильевна, долго слушала меня, хмурила брови, а потом, посмотрев анализы, сделала круглые глаза и отправила на УЗИ. И вот теперь я сижу здесь, в своей тихой квартире. За окном все тот же Касимов,
Все та же неспешное око. Но внутри меня все перевернулось. Внутри меня зародилась новая, немыслимая жизнь. И я совершенно не представляю, что мне делать дальше. В тот вечер Сергей вернулся с работы, уставший, пахнущий все той же древесной стружкой и холодом улицы. Я налила ему тарелку горячего супа, а сама села напротив, не зная, как начать. Руки мои дрожали так, что я спрятала их под стол. Он ел молча, сосредоточенно, а я смотрела на него и видела не мужчину на 30 лет моложе, а своего единственного, самого близкого человека, чья жизнь сейчас перевернется так же, как и моя. «Сережа», — начала я, и голос мой предательски дрогнул. «Нам поговорить надо. Серьезно». Он поднял на меня глаза, отложил ложку. В его взгляде промелькнула тревога. «Что-то случилось, Марина Ивановна? Вы неважно выглядите». Я молча протянула ему сложенный в четверо листок. Он взял его, непонимающе повертел в своих больших, загрубевших от работы пальцах, а потом развернул. Он читал долго, несколько раз, будто не мог поверить написанному. Потом он медленно поднял на меня взгляд, и в его глазах я увидела целую бурю, растерянность, неверие и страх. Да, он был напуган. «Это... это шутка какая-то», — прошептал он. «Такого же не бывает». «Не шутка, Сережа», — тихо ответила я, и слезы, которые я так долго сдерживала, наконец покатились по щекам. Я сегодня у врача была. Срок — 12 недель. Он молчал. Тишина на нашей маленькой кухне стала такой плотной, что казалось, ее можно потрогать руками. Я ждала чего угодно. Что он разозлится, закричит, что соберет свои немногочисленные вещи и уйдет. И я бы даже не осудила его. Какой мужчина в его годы захочет взвалить на себя такую ношу? Пожилая жена и ребенок, который родится, когда ей будет почти 63. Это было безумием. Он встал из-за стола, прошелся по кухне. Потом остановился у окна и долго смотрел в темный двор. Я затаила дыхание. Наконец он обернулся. Лицо его было бледным, но взгляд, на удивление, твердым. Он подошел ко мне, опустился на колени, взял мои холодные руки в свои теплые ладони и посмотрел мне прямо в глаза. «Значит, так тому и быть», — сказал он очень просто и тихо. «Раз Бог дал, значит, так надо. Будем растить. Вместе. Не бойтесь, я вас не брошу. Никогда». И в этот момент я поняла, что все сплетни соседей, все их злобные шепотки — все это пыль. Передо мной на коленях стоял не мальчишка, а настоящий мужчина. Обеды не заставили себя ждать. Новость просочилась в город с невероятной скоростью. Теперь на меня не просто косились у подъезда, на меня приходили посмотреть. В магазине продавщица, взвешивая мне творог, смотрела не на весы, а на мой живот. Касимов гудел, как растревоженный улей. Я стала главной темой для обсуждений. Следующим ударом стал звонок от дочерей. Позвонила старшая, Антонина. «Мама, здравствуй», — начала она деловым тоном. «Мне тут сказали, я надеюсь, это просто глупые сплетни». «Что именно, Тонечка?» «Что ты ждешь ребенка?» «Мама, это же бред». Я глубоко вздохнула. «Это правда, Тоня». На том конце провода повисло тяжелое молчание. Потом я услышала, как она сдавленно выругалась.
Ты с ума сошла! Ты себя позоришь! Нас позоришь! Что скажут мои коллеги? Что моя мать в 62 года родила от какого-то проходимца? Его зовут Сергей, и он не проходимец, попыталась возразить я. Да мне все равно, взорвалась она. Ты должна немедленно сделать аборт. Пока не поздно. Я могу договориться в Москве, в лучшей клинике. Заплачу любые деньги. Только чтобы этого позора не было. Я слушала ее и не узнавала свою дочь. Передо мной была чужая, жесткая женщина, для которой репутация была важнее жизни ее нерожденного внука. «Я не буду делать аборт», — отрезала я. «Значит так», — ледяным тоном произнесла Тоня. «Либо ты делаешь, как я сказала, либо можешь на нас со Светланой больше не рассчитывать. И этого Сергея, чтобы духу его в твоем доме не было. Выбирай, мама». Она повесила трубку. Я сидела, сжимая телефон. Это была война. Война против всего мира. И единственным моим союзником в этой войне был Сергей. Вечером, когда я, плача, пересказывала ему разговор, он обнял меня за плечи и сказал: «Ничего, прорвемся. Главное, что мы есть друг у друга, и у нас теперь будет малыш». Его спокойствие и уверенность придавали мне сил. Мы решили ехать в областной центр, в Рязань. Нужно было встать на учет и понять, каковы наши шансы. Я понимала, что рискую своей жизнью. Но мысль о том, что внутри меня растет крошечное существо, плод нашей поздней, нечаянной любви, перевешивала все страхи. Я, прожившая такую тихую и правильную жизнь, впервые по-настоящему ощутила, что живу. И я была готова бороться за эту жизнь. Поездка в Рязань была похожа на путешествие в другой мир. Мы выехали рано утром, когда Касимов еще спал, укутанный в серую туманную дымку. Старенький пазик, дребезжащий на каждой кочке, вез нас мимо сонных деревень, мимо потемневших от осенних дождей полей. Я смотрела в окно, на пролетающий мимо унылый пейзаж, и думала о том, что вся моя прошлая жизнь была такой же серой и монотонной. И только теперь, на 7-м десятке, в ней вдруг забрезжил свет, пугающий и ослепительный, как солнце, пробившееся сквозь тучи. Сергей сидел рядом, крепко держа мою руку в своей. Он почти не говорил, но я чувствовала его поддержку в каждом прикосновении, в том, как он заботливо поправлял на мне шарф, в его спокойном взгляде. Он был напуган не меньше меня, я это видела. Но он изо всех сил старался быть моей опорой, моей каменной стеной, и я была ему безмерно за это благодарна. Другие пассажиры, в основном такие же, как мы, едущие в областной центр по делам, бросали на нас любопытные взгляды. Странная пара. Пожилая, скромно одетая женщина и молодой мужчина, который смотрел на нее с такой отчаянной нежностью. Наверное, они думали, что я его больная мать. И отчасти так оно и было. Я была больна. Больна страхом и надеждой. Рязанский областной перинатальный центр оглушил нас своими размерами, стерильной чистотой и суетой. Огромное здание из стекла и бетона, по сверкающим коридорам которого бесшумно скользили люди в белых халатах. В просторном холле сидели будущие мамы, совсем молодые девушки, щебечущие о чем-то своем, и женщины постарше, но никого, даже отдаленно похожего на меня. Я чувствовала себя белой вороной, ископаемым, случайно попавшим в этот храм новой жизни. Я инстинктивно запахнула пальто, пытаясь скрыть свой живот, который только-только начал обозначаться
и невольно прижалась к Сергею. Он тут же обнял меня за плечи, защищая от косых взглядов. Нас принял заведующий отделением патологии беременности, профессор Артемов, седовласый, суровый на вид мужчина с умными пронзительными глазами. Он долго и молча изучал мое направление из Касимова, потом поднял на меня тяжелый взгляд. «Марина Ивановна», — сказал он без предисловий, и его голос был таким же стерильным, как и все вокруг. «Вы отдаете себе отчет в том, что ваша ситуация выходит за рамки не только здравого смысла, но и современной медицинской практики?» Я молча кивнула, чувствуя, как холодеют руки. «Я хочу, чтобы вы поняли всю серьезность положения», — продолжал он, методично загибая пальцы. «Риски колоссальные. Во-первых, для вас. Ваша сердечно-сосудистая система, ваши почки, вся ваша эндокринная система могут не выдержать нагрузки, которая в вашем возрасте в десятки раз превышает норму. Инсульт, инфаркт, отказ почек — это не страшилки, это вполне реальная перспектива. Во-вторых, риски для плода. Высочайшая вероятность хромосомных аномалий, невынашивания, преждевременных родов. Вы понимаете, о чем я говорю? Он говорил жестко, как хирург, режущий без наркоза. Каждое его слово било наотмашь. Я чувствовала, как Сергей рядом со мной напрягся, готовый в любой момент броситься на мою защиту. «Мы все понимаем, доктор», — неожиданно твердо сказал он. «Мы просто хотим знать, есть ли хоть какой-то шанс». Профессор перевел взгляд на Сергея, и мне показалось, что в его глазах промелькнуло что-то похожее на уважение. «Шанс есть всегда», — уже мягче ответил он. «Но он мизерный. Медицина — наука точная. И по всем нашим протоколам, по всем статистическим данным, я обязан рекомендовать вам прерывание беременности. По медицинским показаниям. Это будет самый разумный и безопасный для вас выход». Он замолчал, давая нам время осознать сказанное. В кабинете повисла звенящая тишина. Я посмотрела на Сергея. Его лицо было напряжено, но он смотрел на меня, и во взгляде его я читала одно: «Решай ты. Я приму любое твое решение». И я вспомнила холодный, злой голос дочери по телефону: «Ты должна немедленно избавиться от этого». Вспомнила шепот соседок, осуждающие взгляды. Весь мир кричал мне, что я должна остановиться, что я не имею права. А потом я опустила взгляд на свои руки, лежавшие на коленях, и представила, что там, внутри меня, бьется крошечное сердечко. Существо, которое появилось на свет вопреки всем законам природы. Плод нашей тихой, никому непонятной любви. Мой ребенок. И я поняла, что не могу его предать. Не могу убить его ради здравого смысла и собственного спокойствия. «Я буду рожать», — сказала я тихо, но так отчетливо, что каждое слово прозвучало в тишине кабинета, как удар колокола. Профессор Артемов долго смотрел на меня, потом перевел взгляд на Сергея, который крепче сжал мою руку и тяжело вздохнул. «Я так и думал», — сказал он почти без удивления. «Что ж, Марина Ивановна, это ваше право и ваш выбор, и ваша ответственность. Со своей стороны могу обещать, что мы сделаем все возможное и невозможное. Но вы должны понимать, с этого дня вы должны жить, как в хрустальном сосуде. Строжайший режим, диета, постоянный контроль. Каждые 2 недели сюда, на обследование. Любое недомогание, любое отклонение — немедленно звонить».
Вам придется практически поселиться в больнице на последних месяцах. Вы готовы к этому? Готовы, в один голос ответили мы с Сергеем. Обратная дорога в Касимов была не похожа на утреннюю. Мы ехали в том же дребезжащем пазике. За окном проплывали те же унылые пейзажи, но мир вокруг изменился. Неопределенность исчезла. Теперь у нас был враг. И это были не сплетни соседей и не гнев дочерей, а объективные медицинские риски. И у нас была цель — дойти до конца, выстоять, дать жизнь нашему ребенку. Мы больше не были жертвами обстоятельств. Мы стали бойцами. Вернувшись домой, в нашу тихую квартиру, мы долго сидели на кухне, разбирая бумаги от профессора, направления на анализы, рекомендации по питанию, список лекарств. Это был наш план сражения. Впервые за долгие дни я почувствовала не страх, а странное, суровое спокойствие. Я посмотрела на Сергея, который внимательно изучал инструкцию к какому-то препарату, и мое сердце наполнилось такой нежностью. Он не оставил меня. Он был рядом, готовый пройти этот немыслимый путь до конца. Вечером, когда мы уже ложились спать, он подошел ко мне, осторожно опустился на колени у кровати и прижался ухом к моему животу. «Я ничего не слышу», — растерянно прошептал он. «Еще рано», — улыбнулась я, гладя его по волосам. «Он еще совсем крошечный». Он поднял на меня свои серьезные, полные любви глаза. «Я его уже люблю, Марина Ивановна. Слышите? Уже люблю. Я слышала. И я знала, что пока мы вместе, у нас есть шанс. Пусть и мизерный. Но он был наш». Следующие месяцы превратились в один длинный тягучий день, подчиненный строгому расписанию, которое составил для нас профессор Артемов. Моя жизнь, как он и предсказывал, стала похожа на существование в хрустальном сосуде. Каждый мой шаг, каждый кусок пищи, каждый вздох были выверены и подчинены одной единственной цели — выносить этого ребенка. Я просыпалась и засыпала под звук тонометра, измеряющего мое давление. Мой рацион состоял из пресной отварной пищи: постная индейка, брокколи на пару, гречка без соли. Сахар стал моим главным врагом, а горсть таблеток — ежедневным ритуалом, как утренняя молитва. Сергей превратился в моего ангела-хранителя, неусыпного и бесконечно терпеливого. Он взял на себя абсолютно все. Уходя на работу затемно, он оставлял мне на столе разложенные по часам лекарства и еду в контейнерах с записками: «Это на завтрак. Съешь в 12, не забудь». Возвращался поздно, вымотанный, но первым делом не ужинал, а бежал ко мне, чтобы измерить давление и спросить, как я себя чувствую. Он научился готовить диетические блюда, которые под его руками становились на удивление вкусными. Он читал медицинские статьи в интернете, изучал свойства трав и витаминов, спорил с аптекарями, отыскивая именно те препараты, что прописал профессор. Иногда я смотрела на него, осунувшегося, с кругами под глазами от усталости и беспокойства, и мое сердце сжималось от вины и любви. Я превратила его жизнь в служение мне и нашему еще нерожденному ребенку. «Сережа, отдохнул бы ты», — говорила я ему. «Я ведь сама могу». «Лежите, Марина Ивановна, лежите», — отвечал он, укрывая мне ноги пледом. «Ваше дело сейчас — отдыхать, а мое — обо всем остальном позаботиться». Наши поездки в Рязань,
Каждые 2 недели стали главными вехами нашего календаря. Каждый раз мы ехали туда с замиранием сердца, как на экзамен, от которого зависит все. Я часами лежала под датчиками аппаратов, которые слушали сердцебиение малыша, измеряли его рост, исследовали каждый миллиметр его крошечного тельца. А потом мы сидели в кабинете профессора Артемова, и он, разглядывая снимки и анализы, выносил свой вердикт. «Что ж, на удивление стабильно», — говорил он, и мы выдыхали, получая отсрочку еще на 2 недели. В одну из таких поездок, когда я лежала на кушетке, а молоденькая врач водила датчиком по моему животу, я впервые почувствовала это. Легкий, едва уловимый толчок изнутри, похожий на трепет крыльев бабочки. «Ой!» — невольно вырвалось у меня. «Что такое?» — встревожилась врач. «Он... он пошевелился», — прошептала я, и слезы хлынули у меня из глаз. Это был первый знак, первая весточка от моего тайного жильца. Он был там. Он был живой. Вечером, когда я рассказала об этом Сергею, он долго сидел, приложив ладонь к моему животу, боясь пошевелиться, и ждал. И когда он, наконец, почувствовал ответный толчок, его лицо озарила такая счастливая, такая детская улыбка, что я поняла, все наши мучения не напрасны. С этого дня мы начали разговаривать с малышом. Сергей рассказывал ему сказки, пел колыбельные, которые помнил из своего деревенского детства, делился планами, как они будут вместе мастерить скворечник и ходить на рыбалку. И наш ребенок отвечал ему толчками, будто все понимал. Но внешний мир не забывал о нас. Дочери больше не звонили. Их молчание было громче любых обвинений. Они вычеркнули меня из своей жизни. Иногда я ловила себя на том, что жду звонка, надеюсь услышать в трубке хоть слово поддержки, но телефон молчал. Это было больно, но боль эта тонула в ежедневных заботах и тревогах о ребенке. Сплетни в городе поутихли, сменившись выжидательным любопытством. Мой растущий живот стал неопровержимым доказательством того, что сенсация была правдой. Теперь при встрече со мной соседки не отворачивались, а смотрели с каким-то странным выражением, в котором смешались осуждение, жалость и, кажется, толика уважения к моему безумному упрямству. Шел 7-й месяц. Самый опасный рубеж, как предупреждал профессор. Мой организм работал на пределе. У меня отекали ноги, мучила одышка, давление то и дело подскакивало. Я почти не выходила из дома, большую часть времени проводя в постели. Однажды ночью я проснулась от резкой режущей боли внизу живота. Она была такой сильной, что у меня потемнело в глазах. Я дотянулась до руки спящего Сергея. «Сережа, скорую!» — только и смогла прохрипеть я. Я плохо помню, что было дальше. Помню испуганное лицо Сергея, бледное в свете ночника. Помню, как он, не теряя ни секунды, звонил в Рязань, профессору Артемову, кричал в трубку наш адрес. Помню сирену скорой помощи, разорвавшую ночную тишину нашего двора, и любопытные лица в окнах соседних домов. Помню носилки, холодный воздух подъезда и тряску в машине. Боль то отступала, то накатывала с новой силой, и в промежутках я теряла сознание. Последнее, что я запомнила перед тем, как провалиться в темноту, это отчаянный, полный ужаса взгляд Сергея и его слова, обращенные к врачу. «Спасите ее! Умоляю, спасите их обоих!» Темнота, в которую я провалилась, не была спокойной. Это был вязкий, тревожный мрак, пронизанный вспышками боли и обрывками звуков.
Я плыла в нем, как в холодной густой воде, то выныривая на поверхность, к свету и крикам, то снова уходя на глубину, в беспамятство. Вот я в каталке, которую с грохотом катят по гулкому коридору. Надо мной проносятся потолочные лампы, сливаясь в одну размытую белую полосу. Рядом бежит Сергей. Его лицо, искаженное страданием, то появляется в моем поле зрения, то исчезает. Он что-то говорит мне, сжимая мою руку, но я не могу разобрать слов. Слышу только отчаяние в его голосе. Вот меня ввозят в яркую, залитую светом комнату. Операционная. Холодный металл стола обжигает спину сквозь тонкую больничную рубашку. Вокруг меня люди в зеленых масках, их глаза серьезные и сосредоточены. Они говорят быстро, на своем медицинском языке, и в их голосах я улавливаю тревогу. Давление падает, кровотечение массивное, готовьте плазму. Я чувствую, как мое тело становится чужим, непослушным, как жизнь утекает из меня вместе с теплом. И снова рядом Сергей. Его не пускают дальше, он стоит в дверях, огромный, беспомощный, и смотрит на меня взглядом затравленного зверя. Его губы шепчут мое имя. «Мариночка, держись». Из-за спин врачей выходит профессор Артемов. Он тоже в маске, но я узнаю его по глазам. Строгим, умным, а сейчас еще и очень уставшим. Он склоняется надо мной, заглядывает мне в зрачки. «Марина Ивановна, вы меня слышите?» Я с трудом киваю. «Ситуация критическая», — говорит он тихо, но отчетливо, чтобы я поняла. «Мы теряем вас. И ребенка тоже. У нас есть считанные минуты, чтобы попытаться спасти хотя бы одного. Шансов на двоих практически нет. Мы должны сделать выбор. Выбор. То самое слово, которого я боялась все эти месяцы. Оно прозвучало как приговор. Я поворачиваю голову и снова вижу в дверях Сергея. Он все понял. По его щеке катится слеза. Он смотрит на профессора, потом на меня, и я читаю в его взгляде немой вопрос. Что мне делать? Он ждет решения от меня, потому что знает, что не сможет принять его сам. В этот момент боль отступает, и сознание проясняется с ледяной, предсмертной четкостью. Я смотрю на встревоженные лица врачей, на любимое родное лицо Сергея и понимаю, что моя жизнь по большому счету прожита. Она была разной, тихой, правильной, временами одинокой. Но в ней были и эти последние, невероятные месяцы, подарившие мне столько любви, сколько я не знала за все предыдущие годы. Моя жизнь была полной. А та, другая жизнь, что трепетала внутри меня, еще даже не началась. Она была чистым листом, и я не имела права отнять у нее шанс. Я собираю остатки сил, дышу, проталкивая воздух в легкие. «Спасайте ребенка», — шепчу я. Голос едва слышен, но в наступившей тишине операционной он звучит оглушительно. «Пожалуйста». Профессор Артемов смотрит на меня долгим пронзительным взглядом, будто пытается заглянуть в самую душу. В его глазах я вижу не только врачебную сосредоточенность, но и что-то человеческое, что-то похожее на сострадание. Он молча кивает, выпрямляется и отдает короткую, резкую команду своей бригаде. «Начинаем. Экстренное кесарево». Сергей мягко, но настойчиво выводит за дверь. Последнее, что я вижу, его лицо мокрое от слез. Потом надо мной склоняется анестезиолог с маской в руках.
«Считайте до 10», — говорит он ласково. Я не считаю. Я закрываю глаза и молюсь. Молюсь не за себя. Я прошу только об одном — чтобы мой малыш выжил, чтобы он увидел солнце, почувствовал тепло рук своего отца, чтобы он прожил долгую и счастливую жизнь, которой, возможно, не будет у меня. «Живи, мой мальчик», — шепчу я мысленно. «Живи за нас двоих». Холодная волна наркоза накрывает меня, унося в бездну. Но даже там, на самом дне беспамятства, сквозь толщу темноты, до меня доносится звук. Сначала тихий, потом все более настойчивый, тонкий пронзительный крик. Крик новой жизни. Мой сын родился. Возвращение было медленным, туманным, похожим на всплытие с огромной глубины. Первым было ощущение собственного тела, тяжелого, чужого, пронзенного тупой, ноющей болью. Потом пришли звуки. Ровное, монотонное пиканье какого-то аппарата, приглушенные голоса, шорох шагов. И, наконец, свет. Неяркий, рассеянный, бьющий в веки, которые казались склеенными. Я с неимоверным усилием разлепила ресницы. Надо мной был белый потолок. Я лежала на спине, не в силах пошевелиться. В носу стояла трубка, мешавшая дышать. В руке — катетер, от которого по вене расползался холод. Реанимация. Я поняла это сразу. И вместе с этим пониманием пришел страх. Ледяной, липкий страх. Если я здесь, значит, все было очень плохо. Память возвращалась обрывками. Крик в операционной, лицо Сергея, мокрое от слез, обещание анестезиолога. Крик. Чей это был крик? Я попыталась позвать, но из горла вырвался лишь слабый хрип. Но этого оказалось достаточно. Рядом тут же возникла медсестра. Молоденькая девушка с добрыми, уставшими глазами. «Очнулись, милая», — сказала она тихо. «Лежите, не двигайтесь. Сейчас я врача позову». Она что-то поправила в капельнице и исчезла. А я лежала, и одна единственная мысль билась в моей голове, заглушая боль и страх. Ребенок. Что с ребенком? Я боялась спросить, боялась услышать ответ. Что, если тот крик мне просто привиделся в наркотическом бреду? Что, если мой выбор оказался напрасным? Дверь палаты открылась, и вошел профессор Артемов. Без маски, в обычном белом халате, он выглядел еще более уставшим, чем в операционной. Он подошел к кровати, взял мою руку, проверил пульс. «Ну, с возвращением, Марина Ивановна», — сказал он без тени улыбки, но в его голосе слышалось облегчение. «Вы нас всех заставили поволноваться. Пару дней вы у нас погостили на том свете». «Пару дней? Я была без сознания 2 суток». «Доктор», — прошептала я, и губы меня не слушались. «Мой сын». Профессор помолчал секунду, внимательно глядя мне в глаза. «Ваш сын жив», — сказал он наконец. «Он в отделении интенсивной терапии для новорожденных. Состояние тяжелое, но стабильное. Он родился на 7-м месяце, весом всего 200 килограммов. Он крошечный, но он боец. Борется за жизнь изо всех сил». Слезы хлынули из моих глаз. Это были не слезы горя или боли. Это были слезы облегчения, такого огромного, что казалось, оно разорвет мою грудь. Он жив. Мой мальчик жив.
«Мы сделали все, что могли», — продолжал профессор. «И для него, и для вас. Честно говоря, ваш случай — это настоящее чудо. Медицина бессильна объяснить, как ваш организм выдержал такое. Видимо, у вас была очень сильная мотивация». Он отпустил мою руку и направился к выходу. «Отдыхайте. Вам понадобятся силы. И ему тоже. А ваш муж ждет в коридоре. Он тут 2 суток дежурит. Я разрешу ему войти на 5 минут». Когда в палату вошел Сергей, я его не сразу узнала. Он похудел, осунулся, зарос щетиной, а в глазах застыло такое страдание, будто он прожил за эти 2 дня целую жизнь. Он подошел ко мне, опустился на колени у кровати и просто уткнулся лицом в мое одеяло, и плечи его затряслись от беззвучных рыданий. Я гладила его по спутанным волосам своей единственной свободной рукой и плакала вместе с ним. Мы не говорили ни слова. Все слова были лишними. Когда он немного успокоился, он поднял на меня свои покрасневшие глаза. «Я так испугался, Мариночка», — прошептал он. «Когда они сказали, что ты выбрала его, я думал, я умру там же, в коридоре». «Он жив, Сережа», — ответила я. «Наш мальчик жив». Я видел его. Его лицо вдруг просветлело. Мне разрешили посмотреть через стекло. Он такой крошечный, весь в трубочках, лежит в таком стеклянном ящике. Врачи говорят, он сильный, весь в тебя. Мы назвали его Артемом. В честь профессора Артемова, человека, который подарил нам обоим вторую жизнь. Следующие недели были самыми трудными. Меня перевели в обычную палату, и каждый день, как на работу, я ходила в отделение для новорожденных. Я часами стояла у прозрачной стены инкубатора кювеза и смотрела на своего сына. Он был похож на маленького хрупкого инопланетянина, опутанного проводами и датчиками. Я не могла взять его на руки, не могла прижать к себе. Я могла только смотреть и шептать ему слова любви, рассказывать, как мы с папой его ждем дома. И он, будто слыша меня, начинал активнее двигаться, и показатели на мониторах выравнивались. Сергей мотался между Рязанью и Касимовым. Устроился на стройку в областном центре, чтобы быть ближе, а вечерами прибегал в больницу, приносил мне домашней еды и тоже подолгу стоял у кювеза, разговаривая с сыном. И вот однажды, спустя почти 2 месяца, заведующая отделением, строгая женщина, которую боялись все мамочки, подошла ко мне и сказала: «Ну что, мамаша, готовьтесь. Ваш боец набрал вес. Дышит сам. Завтра можете забирать его домой». День выписки был самым счастливым в моей жизни. Нам вынесли маленький, но уже увесистый сверток в синем одеяльце. Я впервые взяла сына на руки. Он был теплый, живой. Он смотрел на меня серьезными, осмысленными глазками, и я поняла, что все было не зря. Каждая минута боли, каждый косой взгляд, каждый день страха. Все это было платой за это мгновение абсолютного, безграничного счастья. Нас встречал Сергей с огромным букетом ромашек. Мы ехали домой в старенькой «Волге» его знакомого, и я всю дорогу не сводила глаз с маленького личика, сопящего у меня на руках. Когда мы вошли в наш двор в Касимове, я замерла. На лавочках у подъезда сидели наши соседки. Те самые, что еще недавно провожали меня осуждающими взглядами. Увидев нас, они молча встали. А потом одна из них, самая строгая, баба Клава, подошла ко мне и протянула 3-литровую банку домашнего молока. «Это тебе, дочка», — сказала она глухо, — «для молока.
и для сыночка твоего. Пусть растет богатырем». И тут случилось невероятное. Из Москвы приехали мои дочери. Они стояли у подъезда, обе красивые, успешные и такие растерянные. Старшая, Катя, шагнула вперед. «Мама, прости нас», — сказала она, и в голосе ее дрожали слезы. «Мы узнали, что случилось. Мы звонили в больницу. Мы такие дуры». Она заглянула в сверток, и ее строгое лицо юриста смягчилось. «Какой же он настоящий», — прошептала она. «Можно. Я его подержу». Я протянула ей Артемку. И в этот момент я поняла, что лед тронулся, что мой маленький сын, еще не сказав ни слова, уже изменил этот мир. Он растопил лед в сердцах моих соседей, разрушил стену между мной и моими дочерьми. Наша дальнейшая жизнь не была похожа на сказку. Были и бессонные ночи, и нехватка денег, и детские болезни. Но все это было мелко и неважно по сравнению с главным. У нас была семья. Настоящая, дружная, полная любви. Сергей оказался прекрасным отцом. Дочери стали приезжать каждые выходные, заваливая племянника игрушками. А жители нашего маленького Касимова еще долго рассказывали приезжим легенду о бывшей учительнице, которая на 7-м десятке лет посмела полюбить, бросила вызов самой природе и победила. Иногда, глядя на бегающего по двору крепкого мальчишку с серьезными глазами Сергея и моей улыбкой, я думаю о том, что счастье — странная штука. Оно не подчиняется правилам и не смотрит на возраст в паспорте. Оно приходит тогда, когда ты меньше всего его ждешь, и требует от тебя только одного — смелости его принять. И я его приняла. И ни разу об этом не пожалела.